Вы смотрите актуальное интервью, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Дирекция жилищного строительства республики занимается приобретением жилых помещений в многоквартирных домах, строительством таких домов, выплатами возмещения за изымаемые жилые помещения лицам, входящим в аварийный жилищный фонд. И не только. О предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, мы поговорим сегодня. Гостья в студии Жанна Якименко, руководитель дирекции жилищного строительства Республики Саха-Якутия. Жанна Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Давайте напомним нашим зрителям, какими проектами занимается дирекция жилищного строительства. Дирекция занимается двумя ключевыми государственными программами. Это программа переселения людей из ветхого аварийного жилья и предоставление жилых помещений детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей. Вот это две ключевые программы. Дирекция занимается ими с 2019 года. Понятно, что цель обеспечения жильем комфортным, благоустроенным, таким, который соответствует современным требованиям. Какие условия реализации программы? Я остановлюсь на программе для сирот, поскольку за последние пару лет там случились некоторые новшества, улучшающие положение этой программы. Значит, программа для сирот реализуется следующим образом. Там есть три варианта. Это приобретение жилья на первичном рынке, на вторичном рынке и также предоставление жилищных сертификатов. Важно знать, как попасть в эту программу. Вопросы есть, население обращается. Муниципалитеты ведут список по районам. Туда включаются дети-сироты, граждане, имеющие такой статус с 14 до 23 лет. И важно понимать, когда момент предоставления жилья начинается. С 18 лет, а в отношении сертификатов с 23 лет. На них потом я отдельно остановлюсь. Нужно обязательно включиться, состоять в этом списке. Бывают случаи такие, и они острыми становятся, выходят тоже в СМИ, когда, например, ранее ребенок не был включен в такой список, срок был пропущен. Но тут законодатель тоже на стороне людей, в судебном порядке права восстанавливаются. Очень важно обращаться в отдел опеки, подавать заявление, и далее уже, когда будет подходить момент права, там уже вопрос решается. Либо это будет жилое помещение, либо это будет сертификат. То есть с 14 лет уже нужно вставать в очередь, и не пропускать этот момент. Да, конечно, важно не пропускать. Дело в том, что момент предоставления жилья, он наступает в 18 лет, но очередность, она достаточно такая, есть, поэтому важна дата постановки тоже. Чем раньше, конечно, тем лучше. А вообще, как предоставляются жилищные сертификаты? Нужно сказать, что жилищные сертификаты появились в 2022 году. Вообще это как способ реализации права. Это очень хорошая мера. Жилищный сертификат предоставляется следующим образом. С 23 лет. Нужно понимать, почему. Потому что своего рода это сумма, деньги. И этот возраст определен законодателем, нашим государством, момент, когда гражданин, имеющий статус ребенка-сироты или без родителей, должен быть максимально самостоятельным, чтобы распоряжаться этим. И в законе установлен ряд условий. Это адекватные, хорошие условия, которые стабильность гражданина подчеркивает. Это возраст 23 года. Во-вторых, это стабильная работа, официальное трудоустройство не менее года, 12 месяцев, подтвержденный доход за эти 12 месяцев должен быть у человека. Далее отсутствие зависимости, психических заболеваний, задолженностей по налогам, сборам, отсутствие судимости. Если всем этим условиям человек соответствует, то он подает заявление в орган опеки и может претендовать на сертификат. Почему такие условия? Может, вы заметили, что они схожи с банковскими условиями. Потому что сертификат можно использовать как для самостоятельной покупки, просто купить на него квартиру, так и вложить в ипотеку. Использовать его для загашения части ипотеки. Поэтому такие условия. А вообще сертификат, какая у него сумма?
Ну, это самый интересный вопрос, да, на что можно рассчитывать, что можно выбрать на рынке. Здесь нужно немножко вернуться назад, ну, на вопрос назад из нашего разговора. Норма предоставления вот у нас, это для одного гражданина, имеющего такой статус, 33 квадратных метра. Вот если человек выбирает предоставление именно жилым помещением, а не сертификатом, то это будет 33 квадратных метра, либо вторичный, либо первичный рынок, в зависимости от того, какую квартиру купит муниципалитет. Вот, муниципалитеты получают субвенции и приобретают жилье. Если же мы говорим о сертификате, то вот эти 33 квадратных метра, они рассчитываются по стоимости квадратного метра, который устанавливает Минстрой России. Сейчас это 139 тысяч рублей. И вот ну, умножаем 33 квадрата на 139 тысяч рублей, это получается порядка 4,5 миллионов рублей на вот текущее время. Понятно, что сумма стоимости квадратного метра, она пересчитывается периодически, но вот сейчас это 4,5 миллиона рублей. А вот, например, если строительная компания, да, вот продает квартиры, и вот каким образом она может обменять этот сертификат на деньги, на денежные средства? То есть министерство платит, я так понимаю. Да, схема такая, что заявитель подает заявление в орган опеки, что он хочет, чтобы его право было реализовано через сертификат, ну, вот он соответствует всем требованиям. Дальше органы опеки подают список в Минстрой. Минстрой сверяет его с Министерством труда и социального развития, действительно ли этот гражданин имеет такой статус и соответствует всем требованиям. А дальше Минстроем утверждается реестр сертификатов. Да, кто получает, получатель. И сертификаты выдаются. Потом гражданин выбирает квартиру, которую он желает приобрести. Заключается договор купли-продажи. И вот в этот момент после договора по сертификату со стороны министерства осуществляется оплата. Потом регистрируется право, ну, все как положено. Поскольку это по сертификату гражданин сам выбирает квартиру, он на рынке, конечно, сам ориентируется, где он желает приобрести. Вот, кстати, что касается жилых помещений, какие требования вообще к жилым помещениям, чтобы его можно было приобрести по сертификату? Ну, во-первых, это должно быть благоустроенное жилое помещение, то есть там должно быть электроснабжение или газ, да, если это речь о плите, ванна. Ну, вот я на простом примере расскажу, да, вот на прошлой неделе в Нижнем Бестяхе заселяли 8 граждан, там было сдано 2 4-квартирных дома, вы знаете, большое хорошее событие было. Это вот как раз эти 33 квадратных метра квартиры, там отдельная кухня, ванна, индивидуальный газовый котел, интеллектуальные приборы учета, сейчас это последние требования ЖКХ, двери хорошие, пластиковые окна, то есть это современное благоустроенное жилье должно. Вот. Естественно, когда, например, на вторичном рынке те же требования, если муниципалитет закупает жилье, естественно, такие же требования, но, конечно, когда гражданин выбирает, оно должно быть не ветхим, не аварийным. Не ветхим, не аварийным, Понятно, конечно, да. да. Такое нет, конечно. Направлена ведь цель какая, нужно понимать программу, чтобы заселились в комфортное жилье, чтобы они могли нормально вот там проживать комфортно, чтобы было. Ну вот сертификат выдается на 33 квадратных метра, да? Нет, сертификат выдается на 4,5 миллиона рублей. Вот, суммарная. Да. То есть, в принципе, Да. жилье может быть больше, какую-то часть Да, нужно погасить это сертификатом, естественно. да? Вот почему сейчас вокруг сертификатов много разговоров, да, потому что он дает свободу действий. Но для этого ты должен соответствовать, быть самостоятельным, работоспособным, да, и так далее. Вот те условия, которые я В говорила. принципе, очень удобно, да? То есть, Да, это часть удобно. жилого помещения можно погасить сертификатом, часть собственными средствами или ипотекой, например, да? Важно еще вот что понимать, такой момент. Я сказала, что сертификаты с 22 года появились, но вот с этого года сертификат можно использовать по всей России. Да? Ну, то есть тут, однако, есть граждане, вот, имеющие статус сироты, там, они могут выбрать жилое помещение, когда, например, им муниципалитет покупает жилое помещение, они желают остаться в своем районе, в своем родном городе, тогда удобнее выбрать жилое помещение, не заниматься вопросами сделки или чего-либо, да, вот район закупает помещение, ты туда заселяешься, вот как я привела пример в Нижнем Бестяхе. Это тоже удобный вариант. Есть ребята, которые хотят остаться в родном месте, да. Для тех, кто более хочет быть свободным в выборе, да, и готов ждать достижения возраста, для них, конечно, удобнее сертификат.
ты можешь в любой точке России выбрать, где тебе хватает вот этой суммы. Или в любой точке Якутии. Ну, то есть на сумму 4,5 миллиона Да. рублей жилье можно купить в любой точке России, поэтому Да, и вот с этого сертификат. года, да, по России сертификат действует везде. Ну, действительно, Это хорошая мера, правда. очень хорошая мера, да. Вот что касается нашего региона, да, расскажите промежуточные результаты, да, какие вот меры поддержки уже осуществились. Ну, наверное, немного обошлись бумагам, да, к Конечно, статистике. Вот, чтобы понимание было, насколько вообще это востребовано, да, значит, вот в 2023 году, а учитывая, что вообще сертификаты появились 22-го, да, вот в 2023 году выдано 161 сертификат. И если, например, соотносить это с общей массой всех мер, которые применены в отношении сирот, 313 было случаев, из них вот 161 согласились на сертификат. То есть половина, можно сказать. Практически, да, остальные люди выбрали жилые помещения, ну, разного плана. Кто-то на вторичке, кто-то на первичке. Вот, то есть, ну, востребовано, да. И если, например, говорить по районам, вообще, каким способом люди хотят реализовать свои права, мы собираем заявки с районов, вот, то вот можно назвать районы, которые предпочитают, да, это Нерюнгринский район, Алданский, Верхоянский. Ну, понятно, что якутская из-за населенности, а вообще по району вот такие. Если говорить про сертификаты в этом году, то вот сейчас на текущий момент мы планируем 63. Ну, только год начался, посмотрим, там, как дальше пойдет. Что касается предоставления вот непосредственно квартир, да, все-таки изначально же начиналось так, что квартиры предоставляются сиротам. И сейчас это есть, и это тоже правильно, потому что не все желают вот самостоятельно там какие-то действия, процедуры по сделке проходить. То, например, вот по жилым помещениям на первичном рынке, тут совсем новое жилье, да, самое интересное, новостройка всегда хорошо, да. Вот, например, в прошлом году 57 квартир в новостройках было для сирот. Это в Алекминском, Мегино-Кангаласском, Татинском, Якутске, Жатае. А вот в этом году, в 24-м, ожидается больше новых квартир. 139, вот пока мы видим по прогнозам, да, это Алданский, Амгинский и круг районов тоже больше. Горный, Мегино-Кангаласский, Момский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Алекминский и Оленёкский. Ну, самое главное, что есть выбор. И Да, это очень правильное решение. Человек сам может решить, когда ему получать квартиру. Это очень удобно. Жанна Викторовна, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы. Спасибо вам. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.